Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Какие изменения планируют внести в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия? Состоялось заседание Общественного совета при МИД Абхазии. Представительница Абхазии стала победителем видеофестиваля «Моя родинка» и получила возможность бесплатного обучения на любом факультете Московского института культуры. В преддверии курортного сезона на всей протяженности республиканской автомобильной трассы проводится расчистка от мусора и зарослей. С 16 мая президент Аслан Бжани ушел в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кабинет министров и Государственная миграционная служба республики планирует внести изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. О каких изменениях идет речь, узнавала Эсма Гуладзе. Проект предлагает внести изменения в ныне действующий закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия от 2016 года. Основанием послужили выявленные пробелы в нормативно-правовом регулировании учета иностранных граждан. Правоприменительной практики наших специализированных органов, компетентных, в частности, Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел, возникали сложности относительно выявленных аспектов, которые связывались с тем, что подзаконное регулирование, а именно акт Кабмина 2012 года, не в полной мере соответствовал новому законодательному регулированию, установленному в 2016 году. Соответственно, сейчас этот аспект, эта проблема, она выявлена, она урегулирована, подготовлены соответствующие проекты и в установленном порядке представлены президенту нашей страны для последующего представления в парламент. Законопроект поможет решить две задачи – повысить эффективность государственного контроля в области миграционного учета и одновременно упростить бюрократические процедуры. В частности, главы делегации, представители Министерства иностранных государств и официальные представители международных организаций, их учет будет осуществлять Министерство иностранных дел. Это вытекает, в частности, из закона тоже. Обучающиеся в Республике Абхазия иностранные граждане, их учет на территории нашей страны будет осуществлять профильное учреждение Министерства в сфере просвещения. Кроме того, будет упрощена и процедура учета туристов. Если, к примеру, гражданин приехал на отдых до 7 дней, ему, условно говоря, потребуется только паспорт. Его учет будет осуществлять администрация объекта размещения. Будут упрощены бюрократические процедуры и для иностранных граждан, приезжающих в Абхазию на работу. Иностранный гражданин, въезжающий на территорию Республики Абхазия, для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Абхазия должен обратиться в Министерство внутренних дел для получения регистрации. Потом он должен пойти в Министерство иностранных дел, чтобы перевести паспорт, если такой требуется, если перевод требуется его загранпаспорта. И после этого прийти к нам. Данный проект постановления позволяет это все делать в одном месте, то есть в Государственной миграционной службе. На данный момент в Абхазии около 2500 трудовых мигрантов, и эта цифра ежедневно меняется. Законопроект предполагает усиление контроля за временно пребывающими гражданами. Государственная миграционная служба будет знать, где живет иностранный гражданин, переехал ли он, если он переехал, по какому адресу он будет проживать. Мало того, если иностранный гражданин поменял административно-территориальную единицу, то есть с города Сухум переехал в город Гагра, он должен нас уведомить об этом в течение 3 рабочих дней, иначе он будет привлечен к ответственности. И все эти данные, все эти сведения будут храниться у нас в банке данных. Принятие данного проекта закона не повлечет расходов республиканского или местных бюджетов. Эсма Гуладзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Центральной избирательной комиссии зарегистрирован депутат Народного собрания Абхазии Леонид Иванович Лакербая, избранный по Гудаутскому округу номер 18. 14 мая в данном округе прошли повторные выборы депутата парламента. Леонид Лакербай набрал более 55% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В
В канун 29-летия со дня образования Министерства иностранных дел Абхазии состоялось первое заседание Общественного совета при МИД. Совет является общественным консультативно-совещательным органом. Его решения носят рекомендательный характер и создан он с целью формирования и учета мнений общественности, экспертного, научного и образовательного сообществ, парламентских кругов, общественных объединений, организаций, а также политических партий при выработке и реализации внешней политики республики. В состав Совета входит 21 человек. Вел заседание министр иностранных дел Инал Арзанба. Он отметил, что рассчитывает на конструктивный обмен мнениями с представителями экспертного сообщества. Расширенный репортаж заседания Общественного совета при МИД Абхазии смотрите после выпуска новостей. В производстве следственного отдела УВД по Сухуму находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения яванских макак из сухумского обезьяньего питомника, сообщает пресс-служба МВД. Согласно материалам дела, 26-летний житель Карачаевска Умар Алакаев в марте этого года взломал клетку номер 2 и похитил 9 яванских макак. Общий ущерб, нанесенный НИИ ПИТ Абхазии, оценивается в 308 410 рублей. Согласно официальному комментарию таможенного комитета Абхазии, вывоз задекларированных или не задекларированных яванских макак из республики не осуществлялся. Причастность гражданина Алакаева к совершению преступления доказана следствием. Он объявлен в розыск. В Сухумском офисе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса прошла пресс-конференция и пресс-показ нового документального фильма об абхазской народной песне, снятого в рамках проекта «Амазара». Все подробности в репортаже Лауры Капш. Перед тем, как начать пресс-конференцию, участникам был показан фильм, снятый в рамках проекта о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа «Амазара». В 27-минутном документальном фильме рассказывается о 6 видах народной песни, которые сопровождают человека от рождения до смерти. Это колыбельная, героическая, трудовая, свадебная, обрядовая и религиозная. А просматривая киноленту, можно понять, когда и где именно их пели абхазы. Сценарий рассказывает о жизненном цикле человека, который начинается с рождения и колыбельной. Именно через колыбельные песни ребенок впервые начинает постигать подлинное народное искусство, путь к достижению нравственности, доброты и сострадания. И где бы человек ни жил, будет через воспоминания о колыбельных ощущать свои корни. В конце фильма человек приходит к Богу, и звучит религиозная песня «Аншараша». После пресс-показа фильма участники пресс-конференции рассказали о проделанной работе. Режиссер и сценарист ленты Мадина Аргун отметила, что главной ее задачей было показать жизненный путь человека, и что ей, как режиссеру, было важно, чтобы каждый из команды проекта мог творчески выразиться. Да, для меня вот этот фильм, да, и сотрудничество с Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом, и в первую очередь с Гетой Арзанба, да, вот как бы оставила очень положительные впечатления, да. Была большая работа проделана, как бы, да, в поиске информации, в изучении каждой песни, да, о чем она, про что она, в написании сценария. Для самой меня много чего, как бы, да, в информативном плане.
Звукорежиссер, оператор, композитор, художник граффити, фольклорный хор «Ахиштра». Одним словом, вся творческая команда работала над фильмом на безвозмездной основе. Мы очень благодарны, в первую очередь, конечно, Мадине, хору, Тимуру Агрба, как автору всего музыкального ряда, который сопровождал народную музыку. Там, как вы слышали, были прекрасные композиции. Вот мы очень благодарны Тимуру Нормания за запись звука на площадке. Это очень сложно технически. Роману Сабуа спасибо, Кадыру Тванба, о котором Мадина говорила, Джану, да, Зафхаз Гамге. То есть очень большая команда, и нам приятно, что на наши просьбы участвовать в этом проекте откликаются. Все это хорошо, получается очень хороший, качественный продукт. Я надеюсь, что вот то, что закладываете вы сегодня, аукнется лет через 10, может быть 15, но это обязательно аукнется, и вот тогда, наверное, люди, все, кто окружают сегодня, смотрят, слышат это, вот поймут ценность вот подобных вещей. После просмотра документального фильма зрители делились впечатлениями. Глубинность, да, архаично, вот там даже чувствуется такой эпос, да. Это гениально, что вы сделали, вы дали вот эту распевку, да, речитать. Я бы вообще еще больше бы дал, потому что это никто нигде никогда не может увидеть. Потому что это есть только у людей, у народов, которые имеют огромный пласт культурной песнопения. А мы его имеем, и мы мало чего говорим, вот понимаете? Неотъемлемой частью идентичности народа является красивый и богатый родной язык, традиции и обычаи, национальные танцы и древние знания о традиционных ремеслах. Поэтому проект нацелен на популяризацию нематериального культурного наследия абхазо-абазинского народа посредством современных интернет-технологий. Лаура Капш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. В Москве состоялась встреча министров культуры Абхазии, России Даураковой и Ольги Любимовой. В обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества в культурной сфере также приняла участие народная артистка Республики Абхазия и Российской Федерации Хибла Гирзмава. Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение двусторонних проектов в сфере кинематографии. Глава Минкультуры России предложила организовать ознакомительный тур в Абхазию для деятелей кино. Речь шла и о программе обменных культурных мероприятий России и Абхазии. Как сообщается на сайте Минкульта, Даурковой находится в столице Российской Федерации с рабочим визитом. В эти выходные в Сухуми прошел международный молодежный видеофестиваль «Моя Родинка», в котором приняла участие молодежь со всех уголков Абхазии и России, а также из Франции, Германии, ЛНР и ДНР. Главный приз за победу – это льготы при поступлении на любую специальность Московского государственного института культуры. Кто же стал победителем видеофестиваля и получил путевку в МГИК? Гугуцева Арданя расскажет подробности. Рассказать с любовью о родном крае, его истории, людях и так, чтобы в самое сердце. Уместить рассказ в 5-минутный видеоролик – задача непростая. Но участники молодежного видеофестиваля «Моя Родинка» с этим заданием справляются успешно вот уже на протяжении 5 лет. В конкурсе принимают участие молодые люди со всех уголков России, Франции, Германии, Молдавии, Узбекистана и других республик. С каждым годом его география расширяется. В этом году присоединилась и Абхазия. Так, в 2022-м, став впервые международным, он прошел в столице нашей страны Сухуми и открылся зажигательным выступлением артистов государственного ансамбля народного танца «Кавказ». Для участия в фестивале молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет нужно было отснять и прислать на рассмотрение жюри 5-минутный фильм о своей родине. В этом году было представлено более 20 работ из разных стран мира. Среди них и работа ученицы средней гагарской школы номер 2 Марии Барциц, которая рассказала о своем родном городе и об истории страны. Сегодня Абхазия – независимое и развивающееся государство. Но эта независимость досталась нам дорогой ценой. Много лет назад, когда мой папа был молодой, ему и его ровесникам пришлось доказывать с оружием в руках свое право жить на этой земле. Долгие 13 месяцев война забирала жизни молодых ребят и девушек, которые мечтали жить в свободной Абхазии и очень многое могли бы еще сделать для процветания своей родины.
Эта работа была признана лучшей. Она заняла свое место среди других победителей конкурса. Кстати, видеоролики лауреатов фестиваля показывают на мероприятии ежегодно. На всех следующих фестивалях эта работа будет показывать Абхазию. Люди будут смотреть и узнавать благодаря этой работе маленького ребенка, маленькой девочки. Ну, они там, по-моему, всего там 16, 17, 18 лет. Они уже прославляют вашу родину во всем мире. Мы хотим открывать в разных странах наши площадки фестиваля. О фестивале Марии Барциц рассказал отец. Ей очень захотелось принять в нем участие, чтобы во всеуслышание рассказать о своем доме. Моя родина всегда будет занимать особое место в моем сердце. Куда бы ни занесла меня судьба, моя душа навсегда останется здесь. Абхазия – страна моей души. Главный приз за победу в конкурсе – бесплатное обучение на любом выбранном факультете в Московском государственном институте культуры. В среднем обучение в этом вузе стоит 1,5 миллиона рублей. Я буду учиться на IT-журналиста. Я там показала то, как я вижу свою родину, то, что для меня важно именно. Это оказалось сложнее, чем я думала, но несмотря на усталость, я получала от каждой секунды огромное удовольствие. Второе место в конкурсе заняла работа студентки 3-го курса факультета журналистики РУДН Аэлиты Арутюнян. Аэлита родилась и выросла в Сухуми. Несмотря на то, что уже учится и получает образование, участие в конкурсе для нее бесценный опыт. Я хотела моей аудитории показать, что такое Абхазия для меня, и чтобы человек, который не знал о ней, чтобы он увидел, заинтересовался, почувствовал то, что чувствую я, и, к примеру, приехал и поинтересовался. 3 составляющие. Это погода первая, это природа и это исторические здания. Фестиваль «Моя родинка» существует уже 5 лет с того момента, как декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот поручил своим студентам снимать видеосюжеты о родном крае. В результате появилось очень много работ. Видеосюжеты стали присылать не только из России, но и других стран. В общем, история с небольшим конкурсом о малой родине превратилась в масштабный международный проект. Название «Моя родинка» придумали сами дети. Мы с ними, там было несколько вариантов, мы с ними голосовали, и они подавляющим количеством голосов выбрали название именно «Моя родинка». Что-то нежное такое, трепетное, душевное. Фестиваль организован в рамках российско-абхазского сотрудничества Московским государственным институтом культуры совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты при поддержке администрации города Сухум. Все-таки благодаря Институту культуры у нас появилась квота. Квота на Абхазию, бесплатная квота обучения для талантливой молодежи. Один талантливый ребенок, победитель, сможет поехать и обучиться в институте целых 5 лет на любой кафедре. Это, я считаю, дорогого стоит, потому что это редкий дар, да, и нужно потратить дня 2-3, чтобы снять видеоработу. Это не так много, а получаешь ты намного больше. Очень бы хотелось, чтобы молодежь присоединилась и дальше, и наш фестиваль мы планируем делать ежегодным. То есть ежегодно талантливый ребенок будет приезжать и получать образование в Московском государственном институте культуры. Фестиваль поддержали Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия. Генеральный спонсор конкурса – топливная компания «Апсна Ойл». Я хочу отметить, что это, безусловно, важная возможность, которую предоставляет фестиваль для молодых ребят, которые хотят попробовать себя в таком сложном жанре, как телевизионная журналистика. Во всех регионах России будет демонстрироваться сюжет, который снял победитель. Ну а мы, компания Апсна Ойл, со своей стороны и в дальнейшем будем поддерживать молодых талантливых ребят из Абхазии. В рамках фестиваля для гостей мероприятия была организована специальная программа с зажигательными танцами артистов ансамбля «Кавказ» и показом художественных фильмов. Спасибо деду за победу. Африка. Небо. Гугут Савардания, Камила Джопуа. Абхазское телевидение. Совсем скоро курортные города Абхазии заполнят туристы, которых, по прогнозам специалистов, в этом году будет немало. Первое впечатление о стране гости получают в дороге, пока добираются до места размещения. В преддверии курортного сезона на всей протяженности республиканской автомобильной трассы работники Абхазавтодора проводят расчистку от мусора и зарослей. Репортаж Сарии Кварасхелия.
Поездка на машине может быть запоминающимся путешествием, особенно когда за окном наблюдаешь живописный пейзаж. Вы едете в комфортном автомобиле, а мимо вас проносятся лесные массивы и бескрайние поля. Однако вдоль автодорог встречаются не совсем приятные глазу картины. Вместо цветов и ухоженной травы – пластиковые бутылки, старая одежда, мусор. И все это дело рук самих автомобилистов и их пассажиров. В преддверии курортного сезона на всей протяженности автомобильной дороги республиканского значения сотрудники Абхазавтодора проводят расчистку центральной трассы от мусора, обрезку деревьев и кустарников. Работы продолжаются и на участке трассы села Кындах. А в момент нашей съемки работники дорожно-ремонтно-строительного управления убирали уже обрезанные ветки и мусор. Мы его дорогу почистили, и в течение 2 дней опять мусором завалили. У нас проблема насчет очистки мусора. Вместе люди не хотят вообще чистить. Мы нанимаем узбеков. Работники ДРСУ города Очимчира провели обрезку деревьев на протяжении 25 километров вдоль центральной трассы от села Адзюбжа. Осталось расчистить еще 30 километров. Такие же работы ведутся в Гагарском и Гудаутском районах. Наступает туристический сезон, который в свою очередь окажет нагрузку на службы, задействованные в данном процессе, а именно в процессе уборки территории и поддержания чистоты. В связи с этим просьба к нашим гражданам, к гостям нашей республики не выбрасывать мусор в неотведенных для этого местах, тем более на всей протяженности автомобильной дороги республиканского значения установлены урны и мусорные баки. Во время съемок мы столкнулись с еще одной проблемой на дороге. Как известно, в прошлом году начались работы по освещению трассы Сухум-Ингур. Уже установлены опорные столбы вдоль трассы. Однако в результате дорожно-транспортного происшествия в один из них въехал автомобиль. Мы связались с представителями Черноморэнерго, где сообщили, что ДТП зафиксировано, а документы переданы в Следственный комитет. Объем ущерба будет взыскан с нарушителя в судебном порядке. И в заключении. Автомобильная трасса убирается регулярно. Своевременно косится трава и собирается мусор. Но что касается глубокой обрезки и тщательной очистки территорий, то такие работы проводятся ежегодно ближе к лету. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Сухуми прошел первый тур командного чемпионата республики по настольному теннису «Высшая лига». В соревнованиях впервые приняла участие команда АГУ и показала хороший результат, заняв в своей подгруппе 2-е место. Следующий тур чемпионата пройдет в октябре. 17 мая в Сухуми будет перекрыто движение на улице Гулия от улицы Вардания до улицы Чачпа в связи с работами по укладке нового асфальта. Рыночной торговли на этом участке улицы не будет. Об этом сообщает сайт администрации города Сухум. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 17 мая, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман с моросью. Температура воздуха ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.